الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. О рабы Аллаха! Аллах Субхану ва Та'аля говорит в своей великой книге: «Фафирру иля Аллах, инни лакум минху назирун мубин». Так бегите же к Аллаху, поистине я для вас от Него явный и ясный увещеватель. В этом аяте Всевышний Аллах приказывает рабам своим бежать к Нему. Бежать к Нему. Раб должен убежать от грехов к покорности Аллаха, от заблуждения к верному пути, от бидатов, от нововведений в религии должен убежать к сунне пророка, алейхиссалату вассалам, от многобожия, от ширка должен убежать к таухиду, от мрака, от заблуждений он должен убежать к свету. Люди делятся на две части. Первая часть – это те, которые убегают или пытаются убежать от Аллаха. Это побег несчастный. Побег несчастный. Несчастные они, которые пытаются убежать от Аллаха Субхану ва Тааля. Но куда убежишь от Аллаха Субхану ва Тааля, если Он всевидящий, если Он всеслышащий, если где бы ты ни был, ты находишься под Его контролем и в Его абсолютной власти. А вторая группа счастливые, те, которые бегут к Аллаху Субхану ва Тааля. И они от Аллаха бегут к Аллаху. Что значит от Аллаха к Аллаху? От гнева Аллаха, от наказания Аллаха, от недовольства Аллаха они бегут к награде Аллаха, к довольству Его, к милости Его. Сегодня, би'изни-ллахи та'аля, если позволит Всевышний Аллах, мы поговорим об одном из видов побегов счастливых людей. Счастливые люди убегают к Аллаху Субхану ва Та'аля от искушения, от фитны, которая называется фитнатуль мал. То есть от искушения имуществом, от искушения деньгами. О рабы Аллаха, искушение деньгами и имуществом – это великое искушение, великая фитна, великий соблазн и великое испытание. И многие люди не выдерживают этого. И многие люди очарованы любовью своей беззаветной к имуществу и к деньгам. Когда человек становится рабом доллара, рабом золота и серебра, динара и дирхама, когда он просыпается утром, и первые его мысли не об Аллахе Субхану ва Тааля, который сотворил его, не о том, что он должен сделать ради своего Творца. Первые мысли об имуществе, о деньгах, о бизнесе. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, предостерегая нас: «Иннама амвалукум ва ауладукум фитна, валлаху индаху аджрун азим». И поистине имущество ваше и дети ваши не иначе как искушение, испытание. У Аллаха, у Него великая награда. Пророк, алейхиссалату вассалам, говорит в хадисе: «Инна ли кулли умматин фитна, ва фитнату уммати аль-маль». Поистине, у каждой общины, то есть приходили пророки, у пророков были свои общины, свои последователи, у всех были свои какие-то искушения, испытания. «Ва фитнату уммати аль-маль». Искушение моей уммы, моей общины – это деньги, это имущество. О рабы Аллаха, человек, конечно, по природе своей так устроен, что он любит деньги, любит имущество. Аллах Субхану ва Тааля говорит об этом в Коране: «Вы любите деньги, имущество большой любовью». Да, к этому зовет нафс, к этому зовет натура. Но, о рабы Аллаха, вы должны помнить, что это всего лишь испытание. И должны помнить о том, что многие люди не выдерживают его. Что многие люди из-за их сильной любви, чрезмерной любви к деньгам,
очаровываются, избиваются с пути и начинают посвящать свою жизнь неудержимому собиранию денег и накопительству. Ночью и днем они копят и собирают деньги, имущество, и не задумываются, из харама это или из халяля, дозволенным ли Аллахом путем я получил эти деньги, или же путем харама. Некоторые настолько очаровываются и одурманиваются тягой к имуществу, что оставляют покорность Аллаху Субхану ва Тааля, оставляют поклонение Аллаху, оставляют зикр, оставляют даже намаз, оставляют джамаат, намаз, совершаемый в мечети с джамаатом. Некоторые даже оставляют джума. И говорит человек, когда? Сейчас так дела пошли, сейчас так я занят, и так занят, и так занят. Когда я буду? Какой намаз, какой закат, какой джамаат? Некоторые люди переходят границы запретов Аллаха Субхану ва Тааля, не внушаются ничем, чтобы заработать. Получают деньги путем риба, ростовщичества или какими-то другими недозволенными путями. И оправдываются, говорят, так делают многие, так делают все, такое время. Как говорит имам Шафии, мы обвиняем время, но вина не во времени, а в нас самих. И нет у времени другой вины и порока, кроме нас, тех, которые живут в этом времени. Поэтому не может быть оправданием сейчас такие времена. Нет такого оправдания. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, описывая таких людей, «Калла инна линсана ла ядга аллаху стагна». Но поистине человек, он начинает переходить границы дозволенного, тогда, когда видит себя разбогатевшим. Появилось имущество, появилась копейка, появилось богатство, и человек чувствует себя уже не нуждающимся в Аллахе Субхану ва Тааля, забывает о том, насколько он беден. Бедность, о сын Адама, это твое качество, присущее тебе постоянно. Суть твоя, ты бедный. Каждый беден, Аллах Субхану ва Тааля, он, который богат. И Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Марьям о поколениях, которые пришли потом, после того, как ушли пророки. Они, сказано, адаус сала, они погубили намаз, то есть бросили намаз. Бросили намаз и чем занялись? Ваттабау шахават, и последовали за страстями. В том числе страсть к накопительству, к сбору имущества дозволенными и недозволенными способами. Что с ними будет? Аллах Субхану ва Тааля говорит, фасауфа ялкауна гайя. Они, которые встретят гаи, то есть ад, они встретят адский огонь. Аллах Субхану ва Тааля предупреждает в Коране во многих местах своих рабов от этой фитны, от искушения, от соблазна имуществом, от того, чтобы люди посвятили себя сбору имущества и отвлеклись из-за имущества от покорности Аллаху Субхану ва Тааля, от выполнения Его фардов, от выполнения Его обязательств, которые Он вменил нам. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, «Я айюхаллазина аману, ла тульхикум амвалукум, ва ла ауладукум ан зикриллах». Говорит Субхана, о вы, которые уверовали. Вы уверовали, вы обладатели имана. Этот дар дал вам Аллах Субхану ва Тааля. Вы не заслужили его, но Он дал вам иман. Вы, которые уверовали, ла тульхикум амвалукум ва ла ауладукум. Пусть не отвлечет вас что? Имущество ваше. И дети ваши, семьи ваши от поминания Аллаха. Поминание Аллаха включает в себя все. Покорность Аллаху Субхану ва Тааля. А кто сделает это? Кто осмелится и все-таки отвлечет его имущество и дети, семьи от Аллаха Субхану ва Тааля, что будет? Аллах Субхану ва Тааля говорит, фаулаика хумуль хасирун. Это те, которые аль-хасирун. Аль-хасирун, то есть потерпевшие полный убыток. Полный убыток, банкроты. И говорит Аллах Субхану ва Тааля, «Куль ма инда Аллахи хайру мин аллахи ва мин ат-тиджара, валлаху хайру разикин». Скажи им, скажи людям, то, что у Аллаха из награды Его и довольства Его, это лучше, чем забавление, развлечение и торговля.
это лучше. Аллах Субхану ва Тааля. Аллах хайру разикин, лучше из тех, который дает пропитание, дает надел. Пророк, алейхиссалату вассалям, неоднократно предупреждал свою общину, чтобы они не увлеклись имуществом, иначе это погубит их. И сказал: «Иннама ахляка ман кана каблакум ад-дунья». Поистине, «Иннама ахляка ман кана каблакум ад-динар». Поистине, те, которые были до вас, их погубило что? Динар, дирхам. Динары и дирхамы. То есть золотые, серебряные монеты. А это погубило те, которые жили до вас, раньше. «Вагума мухлика». И они же погубят вас. Предостережение от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И говорит он, алейхиссалату вассалам, два голодных волка, которые нападают на овец, причинят им меньший вред этим овцам, чем алчное стремление человека к имуществу и к авторитету. Алчное стремление человека к имуществу и авторитету, чем оно способно принести вред его религии. То есть два волка голодных, какой вред могут принести стаду овец? Колоссальный вред. Так вот, любовь к имуществу, стремление алчное к имуществу и к власти, к желанию почести среди людей страшнее для твоей веры, чем эти волки для этого стада. Однажды пророк, алейхиссалату вассалям, прочитал такие слова из Корана: «Аль-хакумут такасур, хатта зуртумуль макабир». Увлекла вас, завлекла вас охота к умножению имущества. Это будет до каких пор? Хатта зуртумуль макабир, до тех пор, пока вы не посетите могилу. А посещение могилы неизбежно для каждого из нас. Прочел эти слова, потом сказал: «Якулю ибн Адам мали, мали, вахаллака ябна Адам мин малик, илля ма акальта фафнейт, валабиста фаадлейт, ватасаддакта фаамбейт». А разве у тебя, говорит сын Адама, говорит пророк алейхиссалату вассалям, говорит сын Адама, имущество мое, а разве у тебя, сын Адама, когда ты говоришь мое имущество, разве на самом деле у тебя есть имущество, кроме того, что ты уже съел, и это уже исчезло, да, это ты уже съел, употребил, исчезло, кроме того, что ты одел на себя, это уже истлело, а вот тасаддакта фаамбейта. Или ты дал в качестве садака это, в качестве милостыни, и вот это осталось навсегда. Вот это твое имущество на самом деле, которое твое. Все остальное ты не унесешь. Из имущества унесешь лишь то в тот мир, что ты отдал в качестве садака на пути Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля и пророк, алейхиссалату вассалям, в своей сунне привели много примеров того, как имущество губило людей. Стремление к деньгам губило людей. Наверное, все вы знаете историю, которая описывается Аллахом Субхану ва Тааля в суре Аль-Кахф, в суре Пещера. Сура, которую читаем мы в Джума, по пятницам. В ней рассказывается про человека, у которого было много денег, были сады, было богатство, и он возвеличился. Стал кичиться перед другими. И начал говорить другому человеку, соседу своему, у которого не было такого богатства. Он сказал ему: «Ана аксару минка маляу ва а'зу нафара». У меня больше денег, чем у тебя. Имущество больше, чем у тебя. И помощников больше, чем у тебя. Сколько вокруг меня людей? Смотри, сколько у меня богатства. Больше, чем у тебя. И Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Вадахаля джанната ва хуа залимун ли нафси». И он вошел в свой сад, довольный, залимун ли нафси, будучи несправедливым к самому себе. То есть твой грех, он против тебя самого. Вошел туда с этим, и что он сказал? «Ма азунну ан табида хази абада». Не думаю, что это когда-то исчезнет. Аллах, братья, так богатство очаровывает людей, обманывает, что появляется на сердце пелена. Человек забывает, что это дано всего лишь на секунды тебе, что твоя жизнь вся в сравнении с твоей вечной жизнью, которая тебя ждет. Человек забывает, он думает, что он укрепился навсегда, раз у него есть такое богатство. И он говорит, что этот человек, войдя в сад, не думает, что это когда-то исчезнет.
Всегда это мне будет. И даже когда я умру, и там тоже. Раз я богат здесь, раз здесь меня так любит Аллах и дает мне столько, и там, значит, даст столько же. Но Аллах Субхану ва Тааля сделал так, что погиб его сад, и погибли плоды. И говорит Субхану ва Тааля: «Вахита бисамари». Погибли все плоды. И он стал ударять себя по рукам, то есть из сожаления, из-за того, что он потратил на это все. А эти сады, они пали. Вот эти вот беседки, вот эти опоры садов, они пали, вместе с этим пали все сады и плоды, все погибло. И говорит он: если бы я не предал Аллаху в сотоварищи, ничего. Сколько людей, которые предают динар и дирхам сотоварищи Аллаху и ставят вровень с Аллахом и покорностью Ему. И говорит Аллах Субхану Тааля: не было у него группы, которая могла бы ему помочь. Он говорил, что много с ним, но нет. Не остается после наказания Аллаха никого, кто может тебе помочь. И сам себе он тоже не мог помочь. Это история. Другая история, которую описывает Аллах Субхану Тааля, та, которая случилась с Каруном. Карун был человек из народа Мусы. Но у него было много денег, много имущества, много богатства. И он стал возвеличиваться и кичиться над своим народом. Кичиться перед людьми и стал приступать против них. Когда стали ему советовать знающие люди, что так нельзя поступать, нельзя кичиться, высокомериться, он не принимал их наставления. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Инна Каруна кана мин кауми Муса, фабага алейхим». Поистине Карун, он был из народа Мусы и приступил против них. Что заставило его вот так вот приступить против своего народа? Посягать на них? Что? То, что он обманулся своим богатством. А много ли у него было богатства? Поверьте, больше, чем у каждого из нас. У каждого из нас. Больше. Говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Ваатайнаху миналь кунуз, ма инна мафатихаху латану бил'усбати улил кувва». Дали мы ему столько сокровищ, что только ключи от этих сокровищниц было трудно унести целой группе сильных людей. В некоторых тафсирах сказано 70 человек. 70 человекам было трудно унести не сокровища, а только ключи от этих сокровищниц. И когда его народ, люди, обратились к нему с наставлениями и сказали: «Ля тафрах», не ликуй, не радуйся. Человек начинает радоваться, когда у него есть это имущество, забывает про Аллах Субхану Тааля. «Ля тафрах», не радуйся. «Инна Аллах ла юхиббуль фарихин». Аллах не любит вот так вот ликующих и радующихся, забывающих о нем. «Вабтагhi фима атака Аллаху дараль ахира». В том, что дал тебе Аллах, посредством этого стремись к вечной жизни. Для этого тебе дано, как трамплин, как мостик, как способ заработать вечную жизнь. «Валя танса насибака минад дунья». Не забывай своей доли в этом мире. «Ва ахсин кама ахсан Аллаху илейк». И совершай добро посредством этих своих денег, как Аллах совершил тебе добро. И ты совершай добро. «Валя табгиль фасада фил ард». Не стремись сеять порчу на земле и нечестие. Многие богатые люди, когда у них появляются возможности, начинают сеять порчу на земле и нечестие. «Инна ла юхиббуль муфсидин». Поистине Аллах, Он не любит тех, которые сеют порчу. Но Карун обольстился имуществом, очаровался. И что он сказал? Что он сказал людям? Он сказал: «Каля иннама утиту аля ильмин инди». Это богатство дано мне за то знание, которое есть у меня. То есть, он забыл, что это Аллах, который даровал имущество. Он сказал: я сам такой способный, такой искусный, такой ловкий. Я знаю, как зарабатывать имущество. Я умею. И благодаря моим способностям, моим стараниям я заработал. Так многие богатые люди говорят. Аллахи, если бы не дал Аллах, что твоя способность? Что твои старания? Ты копейки бы не заработал, если бы не дал Аллах Субхану ва Тааля. Каков был итог? Как всегда. Наказание таким высокомерным. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Фахасафна биги ва бидариги аль-ард». И мы заставили землю разверзнуться и поглотить и его дом. И его дом.
Аллах Субхану ва Тааля описывает также в Коране людей богатых, зажиточных, которые утопают в роскоши, аристократов и знать, о том, что произошло с ними. Они, которые тоже, обманувшись имуществом, не ответили на призыв пророков, отвергли пророков. Аллах Субхану ва Тааля говорит: в какой бы народ, в какое бы поселение мы не посылали вот так своих посланников, обязательно там люди богатые, зажиточные, они говорили посланникам: мы не веруем в то, с чем вы посланы. И говорили: нахну аксару амвалан ва ауляда, ва ма нахну бимуаззабин. У нас больше имущества и детей, и мы не будем подвергнуты наказанию. Аллах приказывал что сказать пророкам? Он говорил: «Куль инна рабби ябсута ризка лиман яша ва якдир». Это Аллах, Господь мой, Он, который расширяет надел риск, кому пожелает из своих рабов. Или наоборот суживает. Если у тебя много денег или мало денег, это не показатель того, любит тебя Аллах или нет. Не в этом критерий. Аллах, Он, который кому-то дает больше по своей мудрости, кому-то меньше. Но большинство людей не понимают этого. Думает, раз много есть денег, имущества, значит он на хорошем счету Аллаха. Значит он лучше, чем другие. Не это критерий, что у тебя много денег, что ты лучше. Большинство людей не понимают этого. И говорит потом Аллах Субхану ва Тааля в следующем аяте, разъясняя это: «Вама амвалукум вала ауладукум биллати тукаррибу индана зульфа». Поистине, не имущество и не дети ваши это то, что приближает к нам вас. Не это, а что? «Илля ман амана ва амиля салиха». Кроме тех, которые уверовали и совершали праведные деяния. Вот это критерий. Это то, что приближает к Аллаху Субхану ва Тааля. И для них, говорит Аллах, будет приумноженная награда за то, что они совершали, и они, которые получат безопасность. Итог этих людей, мы всегда говорим, что они делали, и говорим, итог, Аллах Субхану ва Тааля говорит, их итог аннар. Их итог это адский огонь. Асхабу шимали, ма асхабу шималь. Люди левой стороны. Кто это люди левой стороны? Они, которые фи самуми ва хамим. Они в жарком зное и в кипятке. Ва зиллими яхмум. И будет для них тень из дыма. Черного дыма. Ла баридин ва ла карим. Эта тень, она не прохладная и не благородная. Иннахум кану кабля залика мутрафин. Они, эти люди, до этого были изнежены в роскоши. Ва кану юсирруна ля хинсиль азим. И они упорно совершали великий грех. Еще о ком говорит Аллах Субхану ва Тааля в Коране, из тех, которые обольстились имуществом? Это те, которые поедают проценты, совершают риба. Аллахи, увещеваю вас, братья, и себя самого. Риба – один из страшнейших грехов. Наполнять свой живот заработками, полученными через риба, то есть через проценты, через ростовщичество, кормить этим своих детей, взращивать их, это, клянусь Аллахом, великий грех. Аллах Субхану ва Тааля запрещает его и говорит: «Я юладина мануля такулу риба». Вы, которые веровали, не поедайте вы проценты, не пожирайте проценты. Сколько людей, которые дают долг под проценты? Многие верующие обманываются этим. Сколько людей, которые совершают риба в различных формах хитрых. Внешне посмотришь, как будто не риба, на самом деле риба. Сколько людей, которые говорят: хорошо, мы с тобой будем вместе делать бизнес, я дам тебе сумму, но мой доход будет $2000. Или мой доход будет $3000 из этого. Аллаху Акбар. Что это как не риба? Что это как не ростовщичество? Откуда ты знаешь, заработает $3000 или не заработает? Нет, он заранее говорит, что $3000 дашь мне, $2000, это будет мой доход. Это риба. Потому что он в данном случае ничего не теряет. Проиграешь ты, не проиграешь, когда будешь моими деньгами крутить. Меня не волнует, мой доход $3000. Это самый настоящий процент. А должно быть как? Мой процент, это, предположим, 30% от дохода или 20% от дохода. Это правильно, а не так. А кредиты? Сколько людей обманываются кредитами, говорят беспроцентный кредит, а на самом деле никакой это не беспроцентный кредит. На самом деле, если ты завтра не внесешь вовремя эту сумму, которую должен внести, что будет? Заберут у тебя больше, чем должны взять. Больше, чем ты должен, и сдерут с себя с три шкуры. Какой же это
беспроцентный кредит. Это все риба. Кто-то скажет, ну я же здесь не даю под проценты, а сам беру, это же меня угнетают. Нет! Всякий участник этого процесса, он грешный. Он проклятый Аллах Субхану ва Тааля. Потому что сказано в хадисе от Джабира, проклял посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, акиля риба. Того, который поедает проценты, пожирает, берет себе их, ва мукиля. И тот, который берет под проценты, то есть потом выплачивает проценты. И его проклял посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, за то, что он участвует в этом. Ва катиба, ва шахидей. И того, кто подписывал этот договор, и его проклял. И свидетели, просто ты засвидетельствовал этот договор, выступил в качестве свидетеля, и он проклят. И сказал пророк, алейхиссалату вассалам, гум сива. Они все одно и то же, одинаковы. Над всеми проклятия Аллаха Субхану ва Тааля. Пророк, алейхиссалату вассалам, говорит, дирхаму риба якулуху раджуль, ва хуа я'ламу ашадду мин ситтати ва саласина зинья. Один дирхам, полученный человеком путем риба, путем процентов, ростовщичества, который он ест, зная, что это риба, это хуже, чем 36 прелюбодеяний. Один дирхам хуже, чем 36 прелюбодеяний. И говорит пророк, алейхиссалату вассалам, риба саласатун ва саб'уна баба. Риба имеет 73 разновидности разных. Эйсарума мислю янтиха раджуль умма. Самый легкий, самый не страшный, хорошо, то есть есть ужасный, самый минимум риба, вид его, по греху своей равен тому, как человек вступает в интимную близость со своей матерью. Вступает в близость половую со своей матерью. Это самый меньший вид риба, настолько ужасен по своей греховности, чтобы мы это осознали, дорогие братья. И Аллах Субхану ва Тааля грозит таким людям, грозит тем, которые занимаются риба, говоря, что Он объявляет им войну. Говорит Аллах, оставьте эти проценты, не берите оставшуюся часть от процентов, а если вы не сделаете это, тогда услышьте о войне, которая объявляется вам Аллахом и Его посланником. Кто хочет воевать с Аллахом? Еще о ком говорит Аллах? О жадных, о скупых людях. О скупых людях, которым Аллах дал деньги и имущество, а они жадничают и не дают это на пути Аллаха. Не тратят это, не дают закат, не выплачивают садака, не помогают беднякам, нуждающимся, не тратят на пути Аллаха Субхану ва Тааля. Говорит Аллах Субхану ва Тааля в Коране, «Ха антум хауляй туд'ауна литунфику фи сабилилlah». Вы, которые вам приказано тратить на пути Аллаха, вам приказано тратить на пути Аллаха. И после этого среди вас находятся те, которые жадничают, которые скупятся. Кто из вас жадничает? Жадничает против самого себя. Тебе от этого хуже. Разве Аллаху нужны твои деньги? И потом поэтому Аллах говорит, Аллаху гани ва антумуль фукара. Аллах, Он, который аль-гани, абсолютно богат, не нуждается ни в чем. Ва антумуль фукара, вы, которые нуждаетесь, являетесь абсолютно бедными и нуждающимися. Ва ин татаваллав, если вы отвернетесь от помощи религии Аллаха Субхану ва Тааля, ястабдиль каума гайракум, тогда Аллах заменит вас другими людьми. Неужели ты думаешь, что ты удостоил Аллаха чести тем, что стал совершать намаз или пришел в мечеть? Нет, это дар Аллаха тебе. Не думай, что раз ты отпустил бороду, укоротил штаны, то ты словно поп, который вступил в звание свое поповское, и до самой смерти он будет батюшкой. Нет! Вера это не то, что покупается навсегда. Она приходит и уходит, увеличивается и уменьшается. Если вы отвернетесь, говорит Аллах, заменит вас Аллах другими людьми. И они не будут такими, как вы. И говорит пророк, алейхиссалату вассалам, тот, кто не дает закат со своего имущества, такому человеку будет в судный день нар, будет ему в судный день огонь. Пусть Аллах Субхану ва Тааля упасет от его гнева и даст свою милость.